Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире телевизионная передача «Охота и рыбалка в Якутии». Тема сегодняшней передачи – это охота на изюбря на реву. У нас в Якутии сезон открывается в начале сентября и заканчивается последним днем сентября. В это время с наступлением первых заморозков, где-то в середине сентября обычно, у нас начинается гон изюбрей. Сегодня практически конец сентября, но в этом году у нас в Якутии стоит очень теплая погода. Мы начинаем охоту, но еще не уверены, что гон у изюбрей начался. Изюбрь любит держаться возле распадков, горных речек, где есть скалы, утесы, где он может спастись от хищного зверя. И мы тоже будем ходить по речкам, таким скалистым распадкам и подзывать зверя. И вот таким способом будет протекать наша охота. Ну что ж, уважаемые телезрители, мы желаем себе удачной охоты, а вам приятного просмотра. Охота началась. До места охоты мы добираемся на катере по реке Лена. Необычный сентябрь, начало которого не предвещало даже намека на бабье лето, преподнес нам настоящий бархатный сезон. Прекрасная погода, красота прибрежного пейзажа и предвкушение охотничьих маршрутов создают легкую эйфорию и отличное настроение. А яркое солнце добавляет осенним краскам еще более завораживающий вид. В такие моменты отчетливо понимаешь, что охота – это не только выслеживание зверя, а возможность видеть мир во всем его многообразии и наслаждаться им. Ну, вот так в приподнятом настроении прошли наш день в пути и ночь перед охотой. Первое утро нашей охоты. Захватив провизию на день, мы углубились в лес. Со мной два молодых охотника. Это Илья и Денис. Сегодня у нас, скорее всего, такой день разведки местности, наличия зверя. Ну, так к концу дня будет видно. Все, идем. Гон лося и изюбря в Якутии начинается примерно в одно время, во второй половине сентября. Охотники обычно при планировании и подготовке охоты ориентируются на Семенов день. Это 14 сентября. Изюбрь – подвид благородного оленя. В Якутии второе крупное животное после лося. Тело окрашено в красновато-коричневый цвет, ноги коричневые. Самки значительно меньше самцов. В рацион его питания входят разнообразные растительные корма, травы, опавшие листья, хвоя сосны и ели, побеги деревьев, грибы, лишайники, ягоды и так далее. Изюбрь
очень осторожное и скрытое животное. И только в период гона громкие призывы самцов выдают их присутствие и места обитания. Охота в это время на них и называется охотой на реву. По словам опытных охотников, гон изюбрей протекает по-разному. То он проходит интенсивно и заканчивается быстро, то в вялотекущем режиме и долго. А иногда, когда зверь чует самого опасного своего врага волка, то рев быков вообще можно не услышать. В некоторые годы самцы охотно отзываются на подманивающие звуки охотников и бесстрашно подходят, а в иные годы выманить зверя вообще не удается. Повсюду следы присутствия медведей. Шиповник ест. Это вот там более свежие, это тоже свежие. Но либо два разных медведя, потому что рацион другой, либо в разное время ходили, но одинаковой свежести. Вот тот помет и тот помет там красный. Вчера где-то был. Это тоже совсем свежий. Наш медведь тут пометил себя. Здесь. Вот он встает спиной, здесь трется. Вот здесь так трется. Это точно медвежий. Ага, и вот эти вот так делает. Стоит спиной. Вот. Вот медвежий. А вот это не медвежий, что ли? Пуёк. Лося, по-моему, что ли? Черный совсем. Ну, еще есть тут. Это медвежий же. Волнистый. А, это медведя. Там есть какое-то постоянное место. То ли он там сидит, лежит, наблюдает, или лёжка постоянная там есть. Вот он идет по тропе, а вот на постоянное свое место он ступает только на одно и то же место. Вот раз, два, три, четыре. Это маленький медведь еще, небольшой. А здесь бывал очень крупный хозяин тайги. Один поперечный след – это он оставил клыком, стоя спиной к дереву, а сверху уже от когтей. Два этих. Время от времени определяю направление ветра, так как распадки, хребты меняют движение воздуха в зависимости от их расположения. Итак, мы выбрали место для засады. Здесь будем сидеть и подзывать зверя. Почему выбрали именно это место? Ну, во-первых, отсюда хорошо наблюдать за подходами зверя. Место хорошо простреливаемое налево метров на 400. Направо где-то на 340 метров. Мы так уже дальномером пристреляли. И вот сухой ручей здесь, внизу ущелья, распадка, где-то метрах 120 от нас. Надо сказать, что это место я выбрал не случайно. В прошлом году
Охотясь в этих местах, мы оказались, так сказать, в эпицентре напряженных событий, происходящих во время брачного периода изюбрей. Тогда мы возвращались домой и решили разведать эту местность. Также был конец сентября, но, как видите, выпал снег. Мне вначале ответил один бык, который находился прямо за распадком. Было слышно, как он нервничал, шумел и рычал. Затем в наш диалог присоединился еще один, стоящий чуть поодаль, а затем еще и третий. А сколько же было самок в гаремах этих самцов, трудно себе представить. И тогда я решил, что нам удалось обнаружить место брачных игр и турниров самцов. На самом деле, этот аргумент был основным в выборе места проведения охоты в этом году. Так, у нас в Якутии используют несколько видов вобил. Вот эта вобила изготовлена лёкминскими охотниками из села Тако. Изготовлена из дерева, кедр, и сдерживает вот таких два хомута из бересты. Вот, они приклеены здесь, вот, в других местах. Значит, принцип работы этого вобила: сюда надо вдувать воздух, дуть туда. Здесь у нас изолентой приклеена резина, жгут резиновый. Вот. Здесь у нас вот такое два выступа по бокам, чтобы оставить место для вибрации жгута. Вот. И натягивая этот жгут, мы извлекаем либо высокие, либо такие более низкие звуки. Вот. Вот здесь даже есть элементы искусства. Выжгли ребята ревущего изюбря с этой стороны, а с другой стороны алгыс якутский. Алгыс — это вот напутствие, пожелание охотнику от Баяная. Вот. А эта вобила изготовлена руками известного охотника Иннокентия Лукина из современных материалов. Труба от печки УАЗика, который отводит тепло на лобовое стекло. Вот. Это тоже такое вот современное какое-то приспособили вот такую трубку. А здесь у нас вот мундштук. Этот мундштук вот сделан из пластмассовой трубы. Здесь язычок, вот, и сюда вбито дерево. Принцип извлечения звука: ну, зубами нажимаем тут на определенное место. От места нажатия, прижатия вот зубами зависит высота звука, и тоже туда вдуваем воздух. Есть еще третий вид вобила. Он принципиально отличается от этих тем, что тем вобилам нужно вдыхать в себя воздух. А это наоборот. Здесь мы выдуваем воздух, а там надо вдыхать. Это такой тоже старинный вид вобила. В основном его делают либо из дерева, либо из бересты. Здесь такой мундштук из бересты, то же самое. И так вдыхают в себя воздух, и очень хороший звук получается.
Это кусочки оленьих рогов. Но вообще это применяется уже тогда, когда изюбрь на вас идет, чтобы он поверил вот в натуральность того, что здесь действительно есть самцы, и они вот меряются силой. Солнце идет к закату, и нам пора возвращаться домой. Не услышали мы в этот день заветного протяжного зова быка-изюбря. Наступившая темная ночь напоминает о завершении короткого якутского лета. На второй день решено было разделиться на две группы. Я с оператором иду по вчерашнему маршруту, но еще дальше, а Илья и Денис идут по новому маршруту. С утра все обитатели леса в заботах и трудах. Но тех, кто нам нужен, не видно и не слышно. Оставив часть вещей на вчерашнем месте, идем налегке уже по новому маршруту. Пару слов об экипировке на данной охоте. Вообще, сейчас, конечно, у нас в основном бывает холодно. Ну а на этот раз, вы видите, погода днем практически летняя. Это плюс 15-16 градусов. А вечером, когда возвращаемся, и ночью уже минусовые температуры. Поэтому одеться очень сложно. Вот, ну, на мне вот такой костюм для горной охоты. Это, надо сказать, подарок Эдуарда Бендерского. Очень хороший костюм. В нем достаточно комфортно во время вот такой охоты. Ну а под вечер уже приходится одеваться. Поэтому мы то, что надеваем в холодное время суток, носим с собой. Вот. Приходится надевать сапоги, потому что приходится преодолевать различные ручьи, даже встречаются болотца. Вот. Ну, вот такая вот одежда. На мне с собой я сегодня таскаю вот поняшку. Это приспособление для носки груза вот северных народностей, можно сказать. Вот я отстегнул одну сторону и снимается вот таким вот образом. Вот уже я снял, да. Это сейчас ее делают, можно из фанеры делать. Эта поняга сделана из тонкой доски. Вот, ну, бывают разные, большие, поменьше. Это достаточно большая поняга. Вот. Одна из лямок, в частности здесь это левая, она зафиксирована. Ее можно регулировать вот длину этой лямки.
И под нее уже регулируется вторая. Но она надевается вот сюда. Вот, и все. Здесь мы видим, что закреплен топор. Здесь обычно бывает какая-то петля. А здесь вот ее так вот завязывают. И по идее очень быстро ее можно развязать даже вот так сзади. И можно уже быстро вытащить топор. Вот. Здесь различные веревки. Везде тут разные петли торчат, как видите, да. Можно здесь этой понягой таскать довольно большой груз, потому что он очень хорошо прилегает к спине, тазобедренному суставу. И вот удобно таскать груз. Не только давит на плечи, как рюкзак, а это уже рюкзак со станком, можно сказать, да? Вот, ну, таскают мешок или здесь котелок, там чайник, все, что хотите. Вот. Если обычно здесь еще висит такой небольшой мешок, это осенью, когда добывают пушнину, опускают ее сюда, чтобы ветками не попортила шкурку. Ну и снег постоянно идет, и чтобы не портить товарный вид. Вот такая поняга. Надевается очень хорошо, удобно. Так. Находим эту петлю и надели. Все, он готов к носу. Это вообще сегодняшние следы. Вот он, вот. Смотри. Разрушается. Это большое копыто. Парочка шла в ту сторону. Мы идем по изюбриной тропе. Это конкретная изюбриная тропа. Вот, они когда передвигаются, не уходят далеко от скал, где им спастись. Это отстой называется. Отстой, где это место, куда зверю можно пройти только с одной стороны. Ни с боков, ни сзади никто не может подойти, в том числе и хищник. Только поодиночке по тропе можно пройти в этот отстой. И с одиноким волком, ну хотя бы с одним членом стаи волков, изюбрь может справиться с помощью рогов или копыт. Вот. И так они спасаются. Они вот ходят здесь, кормятся недалеко и знают, протаптывают тропки до своих отстоев. Они точно знают, где этот отстой, вот эти тропы. Вот, и постоянно здесь они ходят, кормятся, меняют место, где они питаются. Вот таким вот образом. А здесь вот бык покопался.
бывает такие, находишь ямы, куда бык опорожняется и затем валяется, чтобы впитать этот запах. Это призыв для самки, сигнал и информация о себе, о силе, возрасте. Вот. Вот так происходит естественный отбор. Сегодня у нас опять нет никаких успехов, кроме того, что я видел следы. Но этот факт скорее минус в нашу копилку, так как парочка, оставившая следы, находилась в зоне слышимости звуков нашего вобила, и самец не ответил и не принял вызов. Вот с такими неоптимистичными размышлениями закончился еще один день охоты. На третий день мы решили кардинально поменять место охоты и не связывать его с прошлогодним опытом. С утра начали подъем по другому ручью. Кажется, что в этом распадке и природа другая. Вот кедр молодой растет. Здесь покопался косолапый, искал себе корни для пропитания. Следов присутствия изюбря здесь больше. Это вселяет надежду. Мы стараемся брать более высокие звуки, тем самым подражая молодым изюбрям. У матерых быков более низкий трубный голос, но если мы будем вобить таким образом, то вряд ли найдется смельчак, который прибежит помериться силой и отбивать самок. Поэтому надо вобить голосом молодого, но уже бросающего вызов другим сородичам изюбря. Вот это да. Вкусная пища. Тут так много варенья. Иди туда. Все исходили. Вот этот небольшой лось ходил, что ли? Идем конкретно звериной тропой. Вроде скоро снег, а тут вот цветы расцвели. Наш ручей разделился, поэтому ребята пошли прямо, а я взял курс направо по другому распадку.
2 первых дня мы выбирали такую обзорную площадку, и охота у нас проходила, ну, можно сказать, практически в засаде. Сегодня мы решили изменить тактику охоты, решили уже применять ходовую охоту. То есть будем ходить без остановок, ну, с маленькими остановками, без засад. Ну и при такой охоте нужен костюм мягкий, который не шумит, не шуршит. Ну вот этот костюм, он полностью соответствует требованиям сегодняшней охоты. Вот, поэтому я поменял костюм, и сегодня вот при ходьбе у меня есть преимущество. Дерево с тяжелой судьбой. Большие перемены в жизни были. И вдруг по рации ребята сказали, что им ответил зверь, и он совсем близко. Я успел распорядиться выключить рацию, чтобы ничто случайное не могло помешать охоте. И вот он, самый волнительный момент всей охоты. Если ребята допустят малейшую ошибку, то все пойдет на смарку. И главное, в этот момент я им ничем не могу помочь. Сейчас они должны применить все то, чему мы, старшие, их учили. Конечно, они добывали зверя, но сегодняшняя охота ни с чем не сравнима. Это не загонная охота, не охота с собакой, где зверь отвлечен на другой объект. Здесь, если он учует малейшую фальшь в подманивании, услышит нехарактерные звуки, то просто уйдет. Так, а ветер? Посмотрим ветер. Это здесь он имеет такое направление, а в том распадке он может запросто дуть им в спину. Что же им тогда делать? Справятся ли они? Выстрелы. Теперь можно включить рацию. И через 5 секунд ребята сказали, что добыли зверя. Молодцы! Поздравив их с Баянаем, посоветовал им не трогать зверя. Он должен отлежаться в течение пары часов. Это делается потому, что если разделать раньше этого времени, то в прожилках мяса останется изюбринный жир, который имеет свойство быстро застывать даже в горячем виде. Хороший самец. Так, ну что, рассказывайте, как появился он? Мы вот там внизу были, Ага. начали вобить и сразу ответил. Вообще близко ответил. Вообще совсем близко был, да? Метров 150, наверное. Ага. А там вот такой лес, ничего не видно. Мы назад Ага. вобили, уходили. И вот же есть вон мох, Ага. полянка светлая. Туда поднялись. Угу. И там сидели. Раза 3, наверное, позвали. Он вообще не отвечал. Он не отвечал, ни разу не ответил. Потом краем глаза оттуда вышел. Ага. Вышел, стоит, смотрит. Ну сейчас еще чуть-чуть поближе пойдет. Пошел, где-то вот там стоял. Там вот Ага. выстрелили ему по ним. И вот он сюда пробежал, и тут еще мы выстрелили, упал. Да, молодцы ребята, оправдали надежды. А я не зря боялся ветра, но они первым делом определили, что он дует им в спину в направлении зверя, поэтому и ушли вверх, чтобы их запах уносило в сторону. Не зря.
Не зря их обучали. Начинаю заполнять. Возраст животного примерно 5 лет. Ну что ж, уважаемые любители передачи «Охота и рыбалка в Якутии», наша охота завершена. Сейчас стоят последние дни сентября. Мы думаем, что и у изюбря завершается сейчас гон. Мы подгадали удачное время для охоты. В первые дни мы выбрали тактику засады на зверя, подзывали и сидели, ждали на таких обзорных площадках. Сегодня мы выбрали тактику ходовой охоты, и она оказалась удачной. На одной из речек отозвался зверь, подбежал, и вот наши ребята добыли этого неплохого изюбря. Уважаемые телезрители, мы с вами прощаемся. До свидания, до новых встреч.